Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Дружба между Чечней и Кабардой в XVIII веке настораживала царские власти. Они требовали разрыва отношений чеченцев и кабардинцев, угрожая даже военной силой. Кабарда являлась и важным торговым партнером. Ингуши получали здесь соль и ткани, чеченцы – породистых лошадей. Многочисленные выходцы из Кабарды селились в чеченских аулах по Тереку, в Шали и Герменчике. И войнахи, случалось, уходили на кабардинские земли. Завязывались и родственные связи посредством взаимных браков. Очень много чеченцев ушло с Ушурмой к черкесам, многие не вернулись обратно, кто погиб в боях, кто женился и остался там. Записки кумукского наследного князя Зурхая, во время его нахождения в гостях у чеченского племени Чинахи из Довта-Мартана в 1841-1842 годах. Кабардинские абреки, проживавшие в Чечне, являлись настоящим злом для края, и злом, с которым бороться было крайне трудно. Пота, Кавказская война, время Паскевича, или бунт Чечни. В ноябре 1809 года, объединенный отряд чеченцев и кабардинцев напал на селение приближное близ крепости Прохладная. Как отмечал Будков, в 1809 году наблюдается всеобщее возмущение закубанцев, кабардинцев, чеченцев и дагестанцев. Воспользовавшись занятостью большей части российских войск в закубанском походе против турок, чеченцы резко активизировали военные действия против кордонной линии. Октябрь-ноябрь 1825 года прошел в постоянных военных столкновениях между кабардинскими повстанцами и российскими войсками. Одновременно с военными действиями восставшие продолжали заниматься организацией бегства равнинных кабардинцев в горы. В октябре по просьбе руководителей восстания Бей-Булат Таймиев прислал на помощь кабардинцам 300 чеченских всадников, а позднее еще 100. К концу ноября 1825 года российские войска заняли все выходы из ущелья и отрезали пути бегства за Кубань. Восставшие оказались запертыми в горах. Потерпев неудачу в боевых действиях, испытывая острый недостаток в продовольствии и опасаясь наступающих холодов, поняв невозможность и бессмысленность дальнейшего продолжения вооруженной борьбы, большая часть повстанцев через труднопроходимые горные тропы ушла в Карачай, а оттуда – в долину реки Лабы. Часть повстанцев ушла в Чечню. Восстание в Кабарде в 1825 году. Причины, ход, последствия. Между тем, генерал-майор Греков, пользуясь временным затишьем, произвел в течение зимы 1825 года несколько экспедиций в Чечню наказать аулы, принявшие к себе беглых кабардинцев. Нельзя было желать более губительной погоды для чеченцев. Со дня выступления своего из Грозной и до возвращения, холод продолжался довольно жестокий. Кроме глубокого в Чечне снега, морозы постоянно держались от 8 до 12 градусов. Наконец, гололедица, продолжавшаяся 4 дня, покрыв льдом деревья и все растения, лишили последнего средства продовольствия скот, в то время как сено осталось или в деревнях, или в степи. Две сие крайности довольно сильны, чтобы поработить любой другой народ, но едва поколебали несколько чеченцев. Упорство их неимоверное, то есть, не выдали кабардинцев. Дубровин. История войны и владычества. В ходе завоевания Кабарды не только отдельные лица уходили в горы и становились абреками, но и целые фамилии, особенно княжеские и дворянские, со своими подвластными крестьянами уходили за Кубань и становились абреками. В русской исторической литературе они получили название беглых кабардинцев, сами же адыги называли их хажрет от арабского слова хиджра, означающего переселение. Массовый характер этот процесс имел в 1820-1825 годах, обескровленный в результате эпидемии чумы и многочисленных карательных экспедиций. Кабардинцы уже не могли оказывать открытое организованное сопротивление царским войскам на своей территории, и потому бежали в еще не завоеванное Закубание на земли подвластных кабардинцам абазин и союзных беслинеевцев. После того, как и эти территории были захвачены, часть кабардинцев переселилась дальше на земли абадзехов. Вторая крупная волна выселения кабардинцев прошла в 1840-е годы, когда многие из них бежали в Чечню.
Именно на 40-е годы XIX века приходится пик обреческого движения в Кабарде. Беглые кабардинские князья и дворяне, будучи нетерпимыми врагами русской власти, являлись организаторами и вдохновителями многочисленных набегов на Кавказскую кордонную линию, на казачьи станицы и русские села. Бежавших за терек в Чечню кабардинцев русские называли абреками. Тех, кто ушел за Кубань, хаджретами. Адыгские переселенцы в значительной части состояли из кабардинцев, абадзехов и беслинеевцев. Все они организованно в имамате были размещены по их же просьбе в Гихинском наибстве, Западная Чечня, ближе к Кабарде. На северо-восточном Кавказе для их обозначения, как и для обозначения всех адыгов, использовался чеченский этноним «чергазий», «черкесы» и мусульманский термин «мухаджиры». Обустройство мухаджиров стало одной из первостепенных государственных задач в имамате. Шамиль направлял письма наибам и другим должностным лицам, а также жителям Малой Чечни с указанием оказать посильную помощь новым поселенцам. В письме от 1848 года шатоевскому наибу Дубе имам писал, чтобы ты смотрел на этих мухаджиров, черкесов взглядом радости и почтения и помогал им чем только возможно, во всех делах. Мы повелели это и другим наибам и правителям. Это вам наш приказ от всего сердца, а от вас нужно послушание и повиновение. Руководитель мухаджиров, Мухаммад Мирза, Анзоров своим активным участием в освободительном движении завоевал глубокое уважение имама и его окружения. 22 августа 1846 года он был назначен гихинским наибом, Малая Чечня, вместо Атабая, получившего повышение. За большие заслуги в освободительном движении 4 марта 1849 года, Шамиль назначает Анзорова на более высокую военно-административную должность мудира, генерал-губернатора, Малой Чечни. Под его начальство переходят земли Шубута, лежащие за Аргуном к западу от Варанды, Закан, Юрта, Вашиндароя и Тумсая. Об этом имам сообщает в своем письме к влиятельному чеченскому наибу Дубе, когда возросла необходимость в месте для мухаджира Мухаммада Мирзы, достойном его. Мы передали ему селение Шубутского района, и да не будет в твоем сердце обиды на него. Мы сделали так из-за крайней необходимости. В дальнейшем, в начале 50-х годов XIX века, имам расширял территорию, подвластную Анзорову, включая в нее новые районы. Это было связано с тем, что из-за постоянных военных действий нарушалась территориальная целостность имамата. В письме к жителям района Галая и Аршты, Шамиль отмечал: «Мы назначили над вами вашего просвещенного брата, черкеса Мухаммада Мирзу, потому что его вилает тесно примыкает к вашему вилаету, и в том есть большая польза для вас. Так слушайте же его и повинуйтесь ему. Кто повинуется ему, тот повинуется мне, а кто ослушивается его, тот ослушается меня».